Доброе утро, дорогая республика. Дарья Анкехова и Павел Танин приветствуют всех телезрителей, которые находятся сейчас у экранов своих телевизоров. Которые только-только открыли глазки. Да, на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы приветствуем вас и желаем вам бодрого настроения уже сейчас, когда на часах 7:00. Да, 28 июля на календаре. Это четверг, это немножко нам еще потерпеть осталось, и наступят выходные. Давайте эти 2 дня еще вместе мы с вами продержимся и со спокойной, чистой совестью отправимся, конечно же, встречать выходные. Но это будет только завтра после обеда, а сегодня четверг, начало дня. Впереди еще много-много чего интересного, целый день впереди. И чтобы этот день вы провели максимально в добром настроении. Самое главное, в добром, хорошем настроении, с улыбкой на лице и с новыми знаниями, которые мы для вас подготовили. Мы для этого, собственно, каждое утро и встречаем вместе с вами. Сегодня мы узнаем, как стать волонтером-добровольцем, чтобы помогать пожарным в борьбе с огненной стихией. Об этом нам расскажут авторы проекта «Не дай огня», победители республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Также мы покажем серию сюжетов про животных, продолжим эту нашу добрую традицию этой недели и расскажем об учителе из Хабаровска, который необычным способом украшает свой город. Также мы сегодня продолжим рассказывать про приемную кампанию. Сегодня у нас в гостях будет директор Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета. Для абитуриентов этого года у них есть интересные профессии на бюджетной основе. Ну и традиционно не обойдется без наших постоянных рубрик. Сегодня это «Моя профессия», «Пусть мама придет» и многие другие. Так что оставайтесь с нами, встречайте это утро вместе с «Утром Якутии». Ну а мы напоминаем всем о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вы желаете передать привет, возможно, поздравить своих близких с какой-то знаменательной датой, для этого у вас есть ближайший час. И вот этот номер телефона, который вы видите прямо сейчас на экранах вашего телевизора. Это 8 914 2 73 44 88. Успевайте, у вас на это есть буквально час. Ну а также напоминаем, что у нас есть активный телеграм-канал. Подписывайтесь, можете отсканировать вот QR-код, который сейчас видите на экране. Это очень просто. Поднесите свой гаджет к этому значку, и вы автоматически перейдете на наш телеграм-канал, подпишитесь, а далее будете все время участвовать в наших эфирах. Но все-таки не просто гаджет поднести, а включить на нем камеру или QR-код-ридер, и будет вам счастье, что называется. Но если не умеете QR-код-ридером пользоваться, тоже не страшно. В Телеграм заходите, в поиск вбиваете «Утро Якутии» слитно и найдете нас, собственно, в этом мессенджере. Ну а прямо сейчас, по традиции, наш выпуск мы начнем с чем? С чего? Правильно, с информацией о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 24 градуса. В заречной группе 15-24 выше 0. В южных районах 16-19 со знаком плюс. В Вилюйской группе 18-23, в Нижнеленских 19-20. В западных районах 18-21, в Колымын-Дигирской группе Лусов до плюс 15. В Янских районах 13-18 градусов. На северо-западе до плюс 21. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 20 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер восточный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 34 градусов. Очень страшные цифры. Да, ну прям уже, по-моему, привычные для этого лета. Ну, 32, 34. Это совершенно уже стало такой нормой для этого лета, поэтому пугаться не стоит. Ну, не нормой для моей жизни. Но на самом деле сейчас я знаю, где бы такая температура, конечно, бы пригодилась, но такой температуры там нет. Это Верхоянский Улус, потому что все мы знаем, как там повлиял очень сильно паводок, пострадали жилые дома и так далее. И чтобы все восстановить, непременно, конечно, нужно просушить все эти здания. И поэтому с 5 августа в Верхоянском районе будет запущено отопление в дома. Отопительный сезон в пострадавших во время дождевого паводка населенных пунктах Верхоянского района начнется раньше установленного срока по решению Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы просушить жилые дома. По нормативу отопительный сезон в Верхоянском районе обычно начинается с 28 августа. Но из-за сложившейся ситуации сроки были подкорректированы. На сегодняшний день для проведения восстановительных работ и подготовки к отопительному сезону на объектах ЖКХ завезен полный объем необходимых материалов и оборудования. Всего доставлено авиарейсами 14,8 тонн техники и оборудования, сообщает ГУП ЖКХ Якутии.
Ну, а в Якутске уже в скором времени начнет курсировать новый автобусный маршрут с такой цифрой 100 просто. Маршрут номер 100. Уже на следующей неделе он будет курсировать по дорогам столицы от медцентра до аэропорта. Автобусы будут ходить с конечной остановки медцентр по улицам Якова Потапова, Сергеляхское шоссе, Аюнского, Пояркова, Дзержинского, автострада 50 лет Октября, Можайского, Гагарина. И далее конечная остановка аэропорт. При этом тарифы на перевозку пассажиров и багажа будут такие же, как на других внутригородских маршрутах. Надо будет как-то попробовать. Попробовать нужно будет, да, наверное, прокатиться на маршруте 100. Ну да, мне кажется, достаточно быстрый способ добраться от медцентра до аэропорта, потому что есть у нас и другой маршрут в городе, который тоже ездит от медцентра до аэропорта, и не один, но мне кажется, вот 100-й будет как раз-таки самый быстрый, самый скоростной, скажем так. Вот. Тем временем правительство расширило список поступающих на карту МИР соцвыплат. Правительство перечень расширило количество соцвыплат, которые поступают на карту этой платежной системы. В постановлении, в частности, идет речь о ежемесячных выплатах малоимущим, субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на компенсацию этих расходов. Эти льготы положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащего или сотрудников МВД и другим категориям граждан, уточнили в правительстве. На карту МИР также будут перечислять выплаты почетным донорам. В настоящий момент через систему МИР можно получать пенсии, зарплаты, выплаты безработным, выплаты на рождение первого и второго ребенка. Ну а далее наш эфир продолжает наша традиционная рубрика, называем мы ее «Даты и события», и узнаем, какие сегодня праздники, какие события вообще произошли в этот день, и, конечно же, именины, самое главное. На календаре 28 июля, среда. Сегодня отмечают День молочного шоколада, День приказа «Ни шагу назад» или День штрафника, День загадывания желаний. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты по связям с общественностью. Также 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Дату отмечают медицинские работники, врачи-эпидемиологи и вирусологи. В этот день, в 1713 году, указом Петра I образована Рижская губерния. В 1851 впервые в мире было сфотографировано полное солнечное затмение. В 1858 году впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека. В 1862 году в США было найдено первое золото. Этот период считается началом золотой лихорадки. В этот день родились Беатрис Поттер, английская детская писательница и художник. Анна Бурда Лемингер, немецкая издательница, создательница журнала «Бурда Моден». Владимир Басов, советский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. Жаклин Кеннеди, первая леди США в период с 1961 по 1963 года. Ричард Райт родился в 1943 году, британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd. Именины сегодня отмечают Петр, Вальдемар, Владимир, Василий, Матрена, Агриппина. Тем временем у нас в гостях уже есть утренний гость, и это капитан проектной команды «Не дай огня», которые представляют проект по подготовке добровольцев в борьбе с лесными пожарами. Они являются финалистами республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Более подробнее об этом мы поговорим сегодня с нашим утренним гостем. Тейра, доброе утро. Доброе утро. Что за интересные такие курсы? Как они проходят и вообще чему можно там обучиться? Ну, видеокурсы у нас вот буквально позавчера мы встречались со смарт-библиотекой и учебным центром «Спасатель». Мы с ними заключили соглашение о размещении наших видеокурсов на их сайтах. То есть добровольцы у нас будут проходить видеокурсы на их сайтах. Курсы у нас на 2 языках, то есть на русском языке с переводом на якутский язык. То есть это не очно, да, проходят курсы, а все это дистанционно, да? Дистанционно, да. Ага. То есть и сколько длится курс? Более часа. Более часа. Да. После этого ты уже получаешь какой-то сертификат. Да, о прохождении видеокурса. Ну а подробнее о том, что внутри этих курсов находится, какие темы изучаются, чему человек, ну хотя бы теорию каких элементов может получить во время просмотра. Ну, в видеокурсе у нас всего 8 уроков. Хронометраж от 4 до 12 минут. Там мы рассказали о
тактики пожаротушения, о первой домедицинской помощи и показали пожарную технику лесных пожаров. То есть это, в принципе, доступная информация, да, и хорошо так просто изложено, да? Да, Мгм. простыми словами. Мгм. Вот, вообще, как история создания вот этого методического материала, назовем его так, с чего началось, кто подал, может быть, идею? Да, началось все с того, что наша команда состоит из 10 человек. Мы сформировались 5 марта этого года и сразу начали думать, какую же пользу принесет. Вот мы сразу с видеокурсов не начинали, мы начинали с того, что мы хотим помочь нашему обществу. Вот в прошлом году мы все столкнулись с этим густым дымом от пожаров, да, и вот эта тема нас сплотила в первую очередь. Потом мы решили с командой, что необходимо с кем-то встретиться, кто в этом задействован, да, грубо говоря. И встретились вот в первую очередь с общественным добровольческим штабом. Их прослушали, их проблемы, их боли, да. И они рассказали, что... И пришли к выводу по итогам встречи с ними, что необходимо все-таки вот такие видеокурсы с охватом всего населения республики, потому что, допустим, с тех же отдаленных районов не у всех есть возможность приехать в Якутск и обучиться. Поэтому решили создать видеокурс с размещением в интернете на сайтах, да, и чтобы охватить все население республики. И не только... А сейчас мы уже думаем не только республику уже охватить, а идти дальше. Масштабировать Ну, на то есть всю это страну. такая полезная и доступная информация, да, потому что, мне кажется, ну, действительно, от этого не застрахован никто, и лучше быть, как так сказать, предупрежден, вооружен, правильно? Да. Ну, а еще, если, не дай бог, по нашей республике понадобится вновь помощь добровольцев, то ты смело можешь уже подготовленный пойти и записаться в ряды тех самых хороших людей. Уже с уверенностью. С уверенностью. Ну вот помимо даже тоже по поводу масштабирования на всю нашу страну, у нас вот соседний Хабаровский край сейчас нынче тоже полыхает, Да, поэтому да. есть где применить эти знания. Вот. Спасибо большое вам, Туяра, что посетили наш утренний эфир. Благодарим вас за такую хорошую миссию. Мы надеемся, конечно, на то, что именно благодаря вам добровольцев среди нас, именно которые готовы пойти на помощь республике, появится в разы больше. Спасибо. А мы прямо сейчас прервемся на короткую паузу, после которой продолжим встречать этот день. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Отечественные компании смогут обеспечить сельхозпроизводителей и переработчиков упаковочными материалами в полном объеме на фоне санкционного давления. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем официальном телеграм-канале. В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме. Я уже рассказывала о запуске эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания, и он завершен успешно. Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой, написала она. Ранее в головной компании международного производителя упаковки Tetra Pak сообщили о решении передать российское подразделение местному менеджменту. В Якутии продолжается сенокосная кампания. На текущую дату скошено более 73 тысяч гектаров сенокосных угодий, заготовлено 10% от доведенного плана. В настоящее время сложная ситуация с организацией кормозаготовительной кампании складывается в Верхоянском, Кобяйском, Горном и Чурапчинском районах. Основной причиной являются неблагоприятные погодные условия. В Чурапчинском районе из-за засухи сложилась сложная ситуация по кормозаготовке, состояние травостоя низкое. Также в Вилюйском, Верхневилюйском, Горном Улусах из-за продолжительных обильных дождей оказались подтоплены сенокосные угодья и дороги до них. Кроме того, в 13 улусах центральной заречной Вилюйской группы на площади 850 гектаров выявлено повышенное наличие саранчевых вредителей. В настоящее время окончательные цифры прогноза заготовки еще не сформированы, так как в ряде улусов прогнозные данные не представлены. Наиболее полные прогнозные данные будут сформированы в первой декаде августа.
Работы на 30 объектах ведут в республике в рамках нацпроекта «Безопасные, качественные дороги», инициированного президентом России. В настоящее время на ремонтных участках автодорог дорожники в основном заняты отсыпкой и устройством земляного полотна. Всего в республике по национальному проекту в этом году приведут в нормативное состояние свыше 240 километров автодорог регионального значения. В целом, в этом году в Якутии по региональному проекту «Дорожная сеть» планируется обеспечить ввод свыше 250 километров региональных автодорог на 30 объектах и 34 километра в городе Якутске. Кроме того, в регионе приведут в нормативное состояние 326 погонных метров искусственных сооружений. Подходит к финальному завершению капитальный ремонт в многоквартирном доме 11/2 по проспекту Ленина в Якутске. Подрядная организация начала большую работу еще в прошлом году. Внутри здания полностью заменили трубы отопления, электрику и канализацию. Также отремонтировали сваи каменного дома и крышу. Сейчас в бригаде работает 6 человек. На днях они завершат капремонт. Далее приступят к ремонту других многоквартирных домов. Отметим, что в республике на средства фонда в текущем и следующем году запланировано провести капитальный ремонт в 289 многоквартирных домах. Заканчиваем уже, завершающий этап получается, утепление швов называется, да. А так в этом доме мы в прошлом году поменяли систему отопления, водоснабжения, канализацию и этот фундамент, и кровлю сделали в прошлом году, закончили. Во-первых, у нас гарантийный срок есть 5 лет. Если в течение 5 лет есть какие-то, если что-то там с нашей стороны, которые мы сделали, сломается или что-нибудь такое, мы исправляем все это. И мы продолжаем наш утренний эфир. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Да, встречаем этот день сегодняшний, 28 июля, четверг. Семья Катерины Абрамович из Сочи приютила, невероятно не поверишь, 4-месячного кенгуренка Юпитера, которого бросила мама из местного сафари-парка. Команда Раптли съездила к, так сказать, новоиспеченной маме кенгуренка и вообще узнала, как же животное живет в новой семье. Хозяйка рассказала, что кенгуренок живет у них уже 3 месяца. Сначала женщина переживала за здоровье зверька, ведь детеныши австралийского декоративного кенгуру Беннета должны до года расти в сумке самки, а выпавшие малыши могут погибнуть от переохлаждения. Чтобы не дать Юпитеру замерзнуть, новые родители купили инкубатор для яиц, куда и поселили нового члена семьи. Первые, наверное, секунды, когда я его на руки взяла, стало страшно. А что с ним делать? Но потом ничего, приехали домой. Сейчас просто мы уже наслаждаемся, потому что его уже приучили к бутылочке. Он уже спокойно спит в инкубаторе. Вот. Он прекрасно, у него налажен контакт с собаками, с нашими. Он их не боится, это самое главное. Как рассказывает Катерина, большую роль в воспитании Юпитера сыграл зоотехник из сочинского сафари-парка София Ермоленко. Женщина подсказала, что кенгуренка нужно кормить каждые 3 часа козьим молоком, настроила температуру инкубатора и рассказала об особенностях ухода за животным. Мама, к сожалению, у нас оказалась нерадивая очень, бросила детеныша, ему было примерно от рождения своего где-то 4,5, 5-й месяц шел. Это очень маленький возраст, он еще не стоит на ногах, он не способен выжить сам, в сумке он тоже не прикрепится к соску, потому что он там находится очень долгое время с мамой. И, конечно, она его не примет обратно. Вот. Мы вовремя увидели, что вот он потерялся из сумки, забрали, вот, и уже несколько месяцев выращиваем. У нас есть прекрасный учитель, который нам всегда поможет и подскажет. Это наш зоотехник Софа. Без нее бы, конечно, вообще, в принципе, это уникальная история взрастить 3-месячного выброшенного малыша. Такое бывает редко. Она смогла это сделать, и это правда чую, то, что она сотворила. Сейчас, по словам Софии Ермоленко, Юпитеру ничего не угрожает. Он научился самостоятельно ходить и начинает изучать мир. При этом женщина отметила, что в будущем малыш сможет жить исключительно рядом с людьми, например, в зоопарке, так как кенгуру он видел только в младенчестве и в пределах сумки матери. В свою очередь хозяйка добавила, что семья не планирует отдавать необычного питомца и будет дальше заниматься воспитанием Юпитера.
забавное животное, да, вот ты бы смог приютить кенгуренка? Для меня, например, все-таки это что-то невероятное. Кошечку можно, собачку можно, а кенгуренка? Я кенгуренка вживую никогда не видел, и кенгуру тоже не видел, поэтому пока сложно сказать. Если я их увижу однажды, я обязательно определю в голове, Подумаешь, да? смог бы я принять в свою семью кенгуренка или не смог бы. Ну а герои нашего сюжета, естественно, их видели его и уже определились, и мы видим, что очень даже неплохо. Тем временем герои нашего следующего сюжета, это дрессировщик Марат Каршиев с женой Аллой Авраменко из Курской области, продолжают заботиться о верблюде и о других цирковых животных после потери работы и пожара в их доме. О том, как супружеская пара налаживает свой быт и живет бок о бок с бывшими артистами цирка, в сюжете наших коллег из Рапли. Марат и Алла почти 30 лет проработали в цирковой индустрии. Мужчина был акробатом, затем стал дрессировщиком медведей и верблюдов. Алла ассистировала мужу и работала инструктором конно-спортивной школы. Раньше супруги много гастролировали, поэтому не могли приезжать в свой деревенский дом. Однажды в здании случился пожар. Так семья потеряла свое имущество. У нас полностью мы оставили все, газ провели там, все у нас мебель, бытовая техника, все, что вот должны уже приехать были зимовать. А муж заметил, что газовый котел украли, бытовую технику, все инструменты, мягко скажем, оборвали дом. Марат и Алла надеялись заработать на восстановление дома, пока жили в трейлере, в котором и гастролировали. После начала пандемии коронавируса, когда запретили массовые мероприятия, семье циркачей пришлось вернуться в деревню под Курском, где их не было уже около 10 лет. На плечах супругов остались верблюд Алтын, пони Малика и старый пес-артист Арзамас, а также собаки-найденыши, кошки, куры и бараны. Верблюд у нас с этого, или с Элисты, до Калмыкии. Лошадь с Белгорода там тоже. У Марата и Аллы были еще медведи, которых пришлось передать в зоопарк Ростова из-за невозможности содержать животных. По словам Аллы, они с мужем бросать своих зверей не собираются, поэтому поселились в деревне и занялись хозяйством. Это наш ребенок, они наши дети. Когда мы пришли, в общем, его покупать, он вот такой маленький был. И маму еще грудь сосал. Вот куда все говорят, продайте, зачем его кормите, он вас объедает, вы на него столько тратите. Он ребенок, его вырастил, он просто кроме нас никого не знает, и кому он нужен. Никто его так любить не будет, не знать, не понимать. И мы цирковые, мы никогда своих животных не бросаем, у нас они живут до смерти животных. Глава семейства Марат устроился дворником при местном торговом центре, где ему разрешают брать домой списанные овощи и фрукты. Плоды также идут на прокорм животных. Семья планирует отремонтировать и восстановить хотя бы одну часть дома. Однако пока приходится жить в трейлере. Вот, мне кажется, такие примеры – это примеры того, что человек всегда способен делать мир лучше. Ну и эта забота о мире и попытки сделать его лучше, они не только же проявляются в виде заботы о братьях наших меньших и так далее. Можно и другими способами мир сделать чуточку краше. Да, так преподаватель истории и обществознания в школе номер 85 Хабаровска, который является призером конкурса «Учитель года-2021» Дмитрий Морозов, украшает бетонные стены яркими и порой злободневными изображениями из керамической плитки. Более подробнее о творчестве и источниках вдохновения мужчины в следующем сюжете. Уличным искусством Дмитрий Морозов увлекся год назад, когда исследовал хабаровский стрит-арт вместе со своими учениками. Преподаватель обнаружил, что город богат такой культурой и решил внести в нее свой вклад, создав проект «Бетон и волны». По словам художника, плитку в качестве материала для творчества он выбрал из-за того, что не умел рисовать, но хотел выразить свои идеи в визуальной форме. Для меня Хабаровск, его символ главный, это большая бетонная дамба, которая появилась после знаменитого наводнения 2013 года. И это просто серая дамба посреди Амура. И вот для меня это классный символ, когда сочетается грубость, искусственность с очень разрушительной творческой природной стихией реки. Сочетание двух этих вещей есть как во мне, так и в
городе и так, в принципе, в любой душе любого дальневосточника. Первые работы Дмитрия Морозова появились на дамбе в индустриальном районе Хабаровска, после чего он решил выйти в город. Мозаичист стал украшать изображениями из плитки серые бетонные стены, заброшенные электрические щитки, столбы и другие невзрачные поверхности Хабаровска. Таким образом, учитель хочет сделать город ближе к жителям, поднять людям настроение и заставить задуматься о глобальных проблемах, например, избыточном потреблении или экологии. Эта мозаика, по моему мнению, очень отлично вписывается в городское пространство. С одной стороны, здесь, напротив этой мозаики, напротив этого забора, очень популярна у горожан пиццерия. Ну, а поскольку я ребенок 90-х, для меня пиццерия – это ассоциация с черепашками-ниндзя. С другой стороны, здесь есть вот такой прекрасный забор, который 20 лет стоит, украшает заброшенную стройку. Он весь такой отвратительный, зеленый, и мне показалось, что классная идея его как-то украсить, чтобы было больше позитивных эмоций. Эту работу я делал около 10 часов в течение 2 дней. Это очень большая, продолжительная работа. В отличие от каких-то других художников, которые могут приготовить подобную работу где-то у себя в студии, дома, прийти ее просто наклеить, я каждую плиточку одной за одной по эскизу приклеиваю. Это занимает очень много времени, поскольку поверхность грубая, тяжелые условия, но зато я получаю классную обратную связь. Когда я делал эту работу, ко мне очень много людей подошло, и с детьми, и взрослых, и все были без ума от радости от того, что что-то яркое появляется. Вообще процесс создания мозаик начинается по одному из 2 вариантов. Либо я нахожу какое-то место, и это место, говорит со мной, намекает мне, что здесь можно выложить, либо в голове возникает какая-то идея, я уже ищу местность какую-то. В любом случае рисуется эскиз, а потом я иду в обычный строительный магазин и покупаю самую обычную строительную плитку. За год в стрит-арте мозаичист создал более полусотни работ в Хабаровске и других городах России, где ему удалось побывать. Например, в Ростове-на-Дону, где проходил финал «Учитель года» 2021 года, Морозов выложил пеликана, символ конкурса. А следующую мозаику мужчина планирует подарить Самаре, куда вскоре отправится в командировку. Как отмечает Морозов, его творчество вызывает только положительную реакцию горожан и привлекает внимание как детей, так и взрослых. А сейчас наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». И мы хотим познакомить вас сегодня с Артемом. Малышу всего лишь 1 год, и он очень ждет своих маму и папу. Знакомьтесь, Артем, нам 1 год и 4 месяца. Улыбчивый и ласковый мальчик, с интересом познает окружающий мир, любит тактильный контакт, стремится к индивидуальным общениям. Вот учимся ходить, ходит с поддержкой взрослого. Также учимся держать ложку. Аппетит у нас хороший, сон спокойный. Артем проявляет любопытство ко всему происходящему вокруг. Любит играть с стучащими игрушками, музыкальными и звонкими игрушками. Артем – спокойный и позитивный малыш. Он учится все делать самостоятельно и любит общаться с окружающими его воспитателями и нянечками. Мы надеемся, что Артемка найдет свою любящую семью, которая подарит заботу, любовь и ласку. Малыш очень ждет своих маму и папу. Все профессии нужны, все профессии важны. Вот именно эту мысль мы всегда пытаемся донести в нашей постоянной рубрике «Моя профессия». В ней рассказываем мы о людях, благодаря которым функционируют те или иные учреждения, организации, да вообще сферы нашей жизни. И сегодня мы вам расскажем о должности вожатого, благодаря которым наши дети получают эмоции и новые знания, отдыхая в детских лагерях. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я работаю в детском лагере. Я работаю вожатым уже 6-й год. До этого я прошел переподготовку педагога, то есть умение работать с детским коллективом.
Работать с детским коллективом – это очень трудоемкая работа, потому что мы работаем с детьми до 18 лет. А это значит, что от нас зависит, какие впечатления, какие эмоции останутся у ребенка после лагеря. Перед сменой каждый вожатый планирует свой распорядок дня. И еще и с педагогическим составом они планируют план-сетку всего сезона. В сезоне у нас есть различные классные мероприятия, такие как «Мисс и Мистер», «Дэнс-баттл», «Шоу талантов», «Голос дети», спортивные состязания и интеллектуальные игры и так далее. Все эти мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей, ведь, как мы знаем, в лагерях бывают дети разных возрастов. Основная задача вожатого – это найти индивидуальный подход к каждому ребенку, ведь каждый ребенок у нас разные интересы. Ребенок переходит в лагерь, совершенно другую среду, где никого не знает, и поэтому наша задача делать из детей один единый коллектив, чтобы они были сплоченными, дружными и веселыми. Вожатый – это не профессия, вожатый – это призвание. Не каждый может работать с детьми. Вожатый должен быть талантливым, креативным, интересным, и он должен уметь организовать доступ детей. Мы продолжаем тему поступления в учебные заведения Якутии. Вчера мы поговорили со специалистом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия по вопросам поступления в средние специальные учебные заведения. Ну а сегодня у нас в гостях директор Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета. Напомним, что филиал открылся в 2010 году, и за это время учебное заведение выпустило более 200 специалистов. О том, как идет набор в этом году и какие специальности предлагает учебное заведение для выпускников этого года, нам расскажет руководитель учебного заведения Вера Егоровна. Доброе утро. Доброе утро. Какими были ваши впечатления, когда вы впервые увидели Чукотку и вас, наверное, отправили туда, да, как сказать, откройте филиал, да? Первое впечатление. Не откройте филиал, у нас 2010 года, это мой первый год. Когда прилетаешь на Чукотку, что первое бросается в глаза из иллюминатора самолета, это, конечно, бескрайние просторы. Но второе, что хотелось бы отметить, это оказывается, что город и аэропорт находятся на двух разных сторонах Анадырского лимана. То есть перебраться в город нужно переплыть через этот лиман на пароме. И когда переплываешь, вокруг тебя плавают белухи и выскакивают нерпочки. То есть ты себя чувствуешь, как в тележурнале о путешествиях буквально. Что еще? Город Анадырь, город небольшой, население 15 тысяч человек, но очень такой компактный, современный город. Хотелось бы подчеркнуть, что он безопасный, в том плане, что даже есть такой мем, что жители города, уходя из своих квартир, не закрывают на самом деле двери. Да. То есть, и это есть доля правды в этом, да? Не, да, на самом деле в этом есть да? даже не доля, но в принципе 90% правды, я думаю. А мне понравилась история про нерпов, выныривающих, выпрыгивающих из воды во время того, как ты едешь в город. Да, Мне кажется, только ради этого можно поступить, чтобы каждый год эту картину наблюдать. Хорошо, ну а теперь подробнее давайте поговорим о специальностях, да, которые реализуются, значит, в филиале, да, и что на сегодня более популярные такие специальности? Как уже вы подчеркнули, наш филиал в 2010 году был открыт. Получается, первый набор филиал был произведен в 2011 году, следовательно, первые выпуски начались с 2016 года. В принципе, филиал, конечно, у нас небольшой, контингент студентов у нас тоже небольшой, поэтому выпущено, как вы уже отметили, чуть более 200 специалистов по таким специальностям, как электроэнергетика, электротехника, теплотехника, теплоэнергетика, информатика, вычислительная техника. А наши выпускники являются востребованными в регионе. Эти профессии, как вы сами понимаете, являются образующими для любых предприятий, да, собственно говоря. И наши студенты получают такие необходимые компетенции именно для работы в условиях Крайнего Севера, именно на Чукотке. То есть больше такая техническая направленность получается? Да, техническая направленность. И что хотелось бы подчеркнуть, у нас в нашем филиале работают преподаватели нашего головного университета, нашего университета. А также мы приглашаем преподавателей из ведущих вузов нашей страны, а также, естественно, привлекаем к работе промышленные предприятия Чукотки. Вот, например, был у нас интересный очень кейс буквально. В этом году студенты 3-го курса электроэнергетика, электротехника, у них производственная практика в течение 6 недель проходит летняя. 3 недели они проехались по поселкам Чукотки, что тоже организовать, в принципе, не очень легко, так как расстояния там большие, то есть только самолетные перелеты.
3 недели у нас практика продолжалась здесь, в учебно-производственном центре подготовки кадров для электроэнергетики в поселке Марха. Здесь у нас есть прекрасный учебно-производственный центр, поэтому учеба у нас такая интересная. Интересная, да? Мгм. Ну а может у студентов есть какие-то бонусы дополнительные, да, вот все-таки при поступлении, либо уже при учебе? Да, я думаю, что есть бонусы. Самый главный бонус — это наше, в принципе, комфортабельное общежитие, которое находится с учебными аудиториями в одном здании. При этом у нас для студентов-бюджетников очной формы обучения 4-разовое бесплатное питание. Значит, Неплохо. да, понятно, что стипендия, социальная стипендия, государственная академическая стипендия, повышенная стипендия. Также наши студенты участвуют в социальной жизни округа. И не только округа, но и страны. В этом году, например, наши студенты посетили Санкт-Петербург, Москву при проезде на студенческую весну в город Саратов. Ну вот один из главных вопросов, конечно же, любого абитуриента, впоследствии студента, это что будет после окончания, то есть вопрос трудоустройства, он всегда таким важным стоит. Как обстоят дела с трудоустройством именно студентов Чукотского филиала? Да, трудоустройство у нас 100%, если измерить в процентах, то это 100% трудоустройства. А наших студентов, например, информатиков, уже привлекают предприятия с 3-го курса, например. Также наши студенты устроены на таких предприятиях, как Чукотэнерго, Чукоткоммунхоз, и по поселкам, естественно. Например, тоже интересно, тоже хотелось бы рассказать. Например, у нас студенты 3-го курса энергетики уже планируют после окончания бакалавриата поступать в магистратуру для того, чтобы немножко сменить свое направление подготовки в области атомной энергетики, потому что уже планируют свою работу на Билибинской АЭС. Это единственная атомная электростанция, которая находится в зоне вечной мерзлоты. То есть есть перспектива, да? Есть перспективы, да, у будущих, да, да, выпускников. А реализуются ли на базе вашего филиала какие-то проекты, проводятся ли научные исследования? А если говорить о проектах студентов, например, студенты-первокурсники в этом году у нас начали свой, я думаю, в бизнес-проект в будущем, уже они 1-й курс. Они создают такой некий программный продукт, который в будущем объединит все предприятия города Анадыря, которые реализуют те или иные услуги. На самом деле такого сайта в Анадыре еще нет. То есть ты попадаешь в Анадырь и не понимаешь, куда нужно двигаться, какие магазины есть, какие услуги. И ребята поставили перед собой такую цель, чтобы создать такой сайт. А студенты, например, заочной формы обучения у нас выполнили такой проект, как установка теплых остановок в городе Анадырь, и прямо планируют также пробиться к мэру города и так далее. То есть этот проект мечтает, что он выстрелит. Классная идея на самом деле. Тем более, если еще до этого не было подобного непосредственно в Анадыре. Да. В историю войдешь точно, попадешь, да? Таким образом. По большей части мы, конечно же, вчера разговаривали про среднеспециальные учебные заведения, сегодня уже про высшие, высшие говорим. Поэтому вопрос поступления. Расскажите подробнее о приеме с абитуриентов, будущих студентов на грядущий учебный год, то есть количество бюджетных мест, возможно, подскажете. Прием на 22-23 учебный год ведется по направлениям подготовки электроэнергетика и электротехника на очную форму обучения. Есть у нас бюджетные места. И также на заочную форму обучения тоже на эту специальность и на специальность информатика и вычислительная техника. Ведется набор у нас на базе единых государственных экзаменов для выпускников школ. Это такие предметы, как математика, русский язык, физика или информатика и ИКТ. А для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование, прием ведется на базе экзаменов, выполняемых вузом самостоятельно. То есть в нашем случае тестирование, которое можно пройти в онлайн-варианте. На сегодняшний день приемная кампания находится в апогее, то есть в принципе прием документов во все вузы уже завершен, но при этом хотелось бы подчеркнуть, что в Чукотский филиал мы будем продолжать набирать студентов до 11 августа, поэтому дорогие абитуриенты, родители, возможно, у каких-то абитуриентов что-то поменялось, какие-то планы и так далее, да? Есть какие-то вопросы, поэтому, в принципе, можно обращаться к нам. Все наши координаты указаны на сайте СФУ, на страничке нашего филиала, или же в наших пабликах ВКонтакте или в Телеграм. Мы вас ждем. А где-то в Якутске в очном формате могут ли они прийти подать документы абитуриенты?
В Якутске можно также подойти, это главный учебный корпус, предварительно созвониться также по телефонам, и мы примем документы. И вот у меня вопрос чисто интересно, Ага, да, вот когда мы готовились к эфиру, я узнал там тему нашей беседы, мне просто интересно, поступает ли кто-то вот из якутян в чукотский филиал учиться? Да, у нас на самом деле учатся сейчас 3 студентов, опять же, на электротехнике, электроэнергетике. Вот как раз-таки они, эти студенты, вот рассказывал про Билибинскую АЭС, да, вот планируют продолжить свое обучение. Один студент у нас вообще не выезжает, например, в Якутию, он каждое лето проводит на каникулах и выходит в Путину и зарабатывает там, ну, приличные деньги, я бы сказала. Да. То есть и такие примеры, да? да? Есть такие примеры, да, это очень интересно, им нравится, кстати. Замечательно. Ну что, дорогие абитуриенты, если вы вдруг еще до сих пор не определились с выбором своей будущей профессии, да, и находитесь сейчас в неком поиске, или, возможно, передумали, решили изменить свою жизнь совершенно в другом направлении, Или то... хотите каждый год наблюдать, как нерпы выныривают, пока ты плывешь в Анадырь? Да, то у вас есть возможность поступить в Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета. И, как сегодня нам рассказал директор, есть хорошие специальности. Самое главное, что они востребованы. И самое главное, что вы обязательно станете профессионалом и трудоустроенным. Ну а мы движемся далее. И самое время передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Всего 1813 автономных дымовых пожарных извещателей установили в жилых домах в республике по акции «Предупреди пожар, установи извещатель» с начала этого года. С 1 января по 30 июня в акции приняли участие 518 человек, охвачены 1253 семьи. Также организована работа по передаче эстафеты социальной акции работникам иных организаций. Из них приняло участие в акции 184 компании, установлено 3334 пожарных извещателя, рассказали в пресс-службе Госкомобеспечения по региону. Акция стартовала в республике в прошлом году с целью профилактики пожаров в жилых домах, обучения населения и пропаганды соблюдения правил пожарной безопасности. Она посвящена столетию образования Якутской АСР, десятилетию создания Госкомобеспечения республики и 205-летию пожарной охраны Якутии. В лаборатории Северо-Восточного федерального университета исследуют наследственные болезни, что в будущем позволит предотвращать многие патологии еще во время беременности. Научно-исследовательская лаборатория «Молекулярная медицина и генетика человека» медицинского института открылась в 2020 году. В ней трудятся лучшие врачи-генетики республики, которые постоянно повышают квалификацию, в том числе и в Японии. Здесь изучают наследственную и врожденную патологию у народов республики, а также разрабатывают биологический банк наследственных болезней и врожденных пороков развития в популяциях Северо-Востока России и Арктики. Лаборатория тесно сотрудничает с ведущими японскими учеными. В рамках этого сотрудничества у наших генетиков есть возможность на базе ведущих лабораторий мира проводить исследования и диагностировать ранее неизученные в республике болезни. На научный проект «Геномика Арктики» ежегодно выделяется 53 миллиона рублей. Задачей нашей является еще, кроме выявления причины наследственной патологии и поиск патогенетических механизмов, и в дальнейшем еще лечение наследственных заболеваний. Проект рассчитан на 4 года. В следующем году он заканчивается. Надеемся, что он будет продолжен. В Якутске в офисе «Мои документы» организован профилактический медицинский осмотр в целях исключения риска возникновения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. На месте мобильный центр «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» проводит анкетирование на выявление факторов риска и мини-обследование, которое включает в себя кардиограмму, оценку состава тела, спирометрию, анализ холестерина и сахара в крови, а также другие процедуры. Прием граждан ведется бесплатно по электронной очереди. Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия и наша организация, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, совместно ГАО МФЦ сделали пилотный проект, чтобы население было информировано о важности прохождения диспансеризации. Ежедневно проходит от 15 до 30 человек. Мы планируем работать в июле и в августе. Если мы потом сделаем анализ
нас. Если будет нужно населению, это мы хотим этот проект тиражировать по всей республике на базах офисов МФЦ, сделать вот кабинеты здоровья. На этом у меня пока все. Отличного дня. Замечательные новости, хорошие, добрые, позитивные. Но и еще одна новость, но уже вновь из мира животных. Природы даже, скорее. Природы. Наверное, не животных конкретно. В июне этого года старшим государственным инспектором природного парка Момский Иннокентием Федоровым была проведена экспедиция по Момскому хребту. Иннокентий Иннокентьевич с 2019 года занимается изучением ареала обитания бабочек Момского улуса. В 2019 году были выявлены два новых подвида парусников. Парусник Арбугаева, подвид парусника Феба. Целью нынешней экспедиции было этномологическое изыскание по изучению и выявлению новых видов бабочек на территории природного парка Момский. Во время экспедиции было выявлено место обитания редкого вида семейства парусниковых – парусника Моссова на Момском хребте. Также эти бабочки встречаются на хребте Сунтар-Хаэта в Тампонском районе. Его можно встретить в горных тундрах, на склонах южной экспозиции и высотах до 1800 метров. Этот вид крайне локальный. Есть сообщения о находках только в Магаданском и Хабаровских областях. Поэтому биология парусника Амосова толком не изучена. По результатам экспедиции ученые сделали вывод, что парусник Амосова является эндемиком Момского хребта, что уже является уникальным открытием. В связи с этим планируется дальнейшее изучение и мониторинг данного вида бабочек. Ну, вот в начале программы мы всегда в четверг начинаем анонсировать, что выходные очень близко, очень рядом. И непосредственно главное же знать, а как провести-то эти выходные. И вот, например, есть отличная идея. Уже в эту субботу, 30 июля, с 13 до 17 часов исторический парк приглашает на творческую познавательную программу «Якутское лето» для детей от 4 до 12 лет и их родителей. В программе мероприятия запланированы квест-игры, мастер-классы, площадки с настольными играми, луговая викторина, ботанические бродилки, посещение фотовыставки «Первозданная Россия» и ярмарка материалов для творчества. Помимо этого будет проводиться розыгрыш творческих наборов для скраббукинга по входным билетам. Более подробную информацию можно узнать по телефону 40 35 97. Музей «Моя Россия» приглашает горожан и гостей столицы на свою летнюю программу. Успевайте! Дорогие посетители, также вас ждет огромный коллаж-гигант, где вы можете воплотить свою творческую идею и нарисовать или кисточкой, или руками. Также на творческих мастерских вас ждут уникальные возможности воплощения ваших самых интересных летних идей. А как же без игр? Вас ждут интересные настольные игры и игра «Квест». Игра «Квест» пройдет по этому большому огромному залу, где вы пройдетесь галопом по России. Итак, мы ждем вас 30 июля с часу дня по адресу улица Ксенофонта Уткина, 5. Входной билет 250 рублей. Программа рассчитана для детей с 4 до 12 лет и их родителей. Ну, вот это мероприятие, оно пройдет только один день, но есть и другая интересная вещь, в которой можно принять участие. Продлится она целый месяц. Защитим лес от пожара. Якутян приглашают принять участие в данном конкурсе, который проводит прокуратура региона и Министерство экологии республики с 25 июля по 25 августа 2022 года. А, собственно, это конкурс социальной рекламы «Защитим лес от пожара». Авторами лучшего ролика, плаката и макета для баннера могут быть граждане старше 14 лет или группа граждан, независимо от возраста, а также организации и профессиональные творческие коллективы. Цель проекта – привлечь внимание общественности к проблеме лесных пожаров, возникающих по вине граждан, сформировать в обществе нетерпимое отношение к нарушениям правил пожарной безопасности в лесах, а также способствовать их предотвращению, предостеречь граждан от серьезной административной, уголовной и имущественной ответственности. Положение о конкурсе и более подробная информация размещены на портале Прокуратуры Республики в разделе «Правовое просвещение».
Вот такая замечательная возможность проявить, во-первых, свои творческие способности и, во-вторых, показать свою какую-то гражданскую социальную позицию в части именно сохранения лесов от пожара. Потому что мы же знаем, что очень часто причиной пожаров становится человек, вот это неправильное разведение костра в лесу и так далее. Поэтому, если вы не знаете, чем занять себя на этих выходных, я думаю, это будет такая очень интересная, уникальная возможность попробовать хотя бы собрать единомышленников и поучаствовать в таком интересном проекте. А почему бы и нет? Да. Ну, а мы на этом с вами уже готовы распрощаться, потому что эфир наш подходит к концу. На часах уже скоро будет 8:00, да и вам уже будет пора на работу. Поэтому всем, кто с нами это утро встречал, огромное спасибо и отличного вам дня и настроения. А тем, кто не встречал, ну, ничего говорить не будем, они же не встречали, они уже не узнают, что тут было. Ну, а мы не прощаемся с вами, мы увидимся завтра в это же время на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. И это уже будет долгожданная пятница. Ну, а сейчас завершаем мы наш эфир прекрасными летними кадрами.